О работе Дорожного фонда Абхазии в летний период, о том, какие мероприятия проводятся по содержанию дорожной инфраструктуры, какова основная статья расходов бюджета фонда, будем говорить с заместителем председателя Дорожного фонда Абхазии Виталием Цвижбас. Здравствуйте. День добрый. Добрый день. Итак, лето — напряженная пора для дорожников. Наши трассы и дороги работают, как правило, с превышением нагрузки. Какие мероприятия проходят сегодня по содержанию и поддержанию хорошего состояния наших дорог? На самом деле, каждый летний сезон – это подготовка к курортному сезону. Мы заранее это планируем, естественно, и по мере возможности нашей стараемся выполнить все необходимые работы. Если говорить подробнее, основная задача Дорожного фонда, конечно, это поддерживать состояние автодорог, ее эксплуатацию в нормальном стандартных уровнях. Это работы по содержанию, куда уходит значительная часть средств Дорожного фонда. У нас участки поделены по подразделениям Абхазавтодора, подразделение, которое обслуживает эти дороги. И вот на всех 8 участках дорог проводится работа. Прежде всего, это, конечно, это текущие работы по уборке и вывозу дорожного мусора, помимо дорожного, поскольку там контейнеры находятся, и бытовой мусор туда забрасывает, и все это надо вывозить, соответственно, и приводить в порядок как полотно. По полотну дороги мы сделали ямочный ремонт незначительный, там 900 тысяч рублей, устранили ямы. А потом, естественно, все работы по придорожной полосе. Это и полоса отвода, и обочины, и растительность, которая скашивается, деревья сухостои убираются, кустарники, мелколесье и все остальное. На 2 участках работы надо отметить. Это в черте города Сухум и в Гагринском районе. Работы эти проводятся ежедневно. Не то что ежедневно, даже ночью, даже ранним утром, в зависимости от того, какие были погодные условия. Все эти работы оперативно проводят службы Абхазавтодора. На них у нас на сегодня уже потрачено более 38 миллионов рублей на сегодня. Это при плане 60 миллионов. Вроде бы нареканий нет. Стараемся устранять. Единственное, я хочу отметить, в Гальском районе автодорога от Ачамчиры, от Ачигуара, вернее, до канала. Там густая заросль, там, наверное, надо будет подключить еще дополнительные средства. И это у нас, пожалуй, самый проблематичный пока район со всей республиканской трассы. Вы сказали, что 60 миллионов на год из бюджета идет на содержание дорог, то, что и инфраструктура, о чем вы говорили, а 38 это в общем вы уже потратили на данный момент, да? Да, это только по содержанию. А касательно дорожной инфраструктуры, естественно, это тоже основные работы. В этом отношении нам к курортному сезону удалось полностью сделать разметку от Псов, от границы Псов до Сухума. Это и осевая, и краевые, и пешеходные разметки. Все это было сделано до наступления курортного сезона. И потом мы продолжили работы тоже. Мы сделали разметку в черте Гагры, города Гудауты, в черте Гулерипского района. И в данный момент мы выполняем разметку восточного региона от Кодорского моста до Ингур. Осевая уже линейка проведена. Теперь делают краевые и пешеходные разметки. Там у нас останется только Ткварчельский участок, который тоже мы закроем в сентябре месяце. А как давно не обновлялась там разметка? Эту разметку надо делать минимум 2 раза в год, но нам удается хотя бы 1 раз в год. В прошлом году мы делали эту разметку, в этом году повторяем. В городской черте, именно в черте города Сухум в текущем году сделали, в прошлом году сделали, но ее еще и чаще надо делать, потому что интенсивность движения в городе гораздо выше.
чем по трассе. Но стараемся хотя бы так. Видимость есть, никаких нареканий по этому поводу ни у владельцев транспорта, ни у других служб нету. Ну, работать приходится очень напряженно, извините, что перебила, очень напряженно, особенно вот когда вы рассказывали о расчистке дорог, там уборке мусора, в Сухуми вообще даже ночью. То есть хватает ли ресурсов, резервов, справляетесь ли со всем объемом той работы, которую необходимо выполнить? Вы знаете, если брать за истину нормативные сроки, конечно, этого недостаточно. Нормативные, стандартные сроки на километр дороги и прочее, там нужно больше средств. Но нам удается за счет вот этих существующих средств, фактически, которые поступают, удается эксплуатировать дорогу пока, слава богу. Потом, касательно инфраструктуры, вот что очень полезно, я надеюсь, нами профинансированы работы по установке камер фото-видеофиксации. Вначале мы выполнили на участке Псов-Сухум, естественно, это до курортного сезона, все камеры были установлены, дорожные знаки, оповещающие скоростной режим и само наличие этих камер. И потом уже до перекрестка Кварчельского тоже установлены камеры. Я должен сказать, что это дисциплинирует владельцев транспортного средства. Штрафы платить никому не хочется лишний раз. А получает ли Дорожный фонд какие-то отчисления в свой бюджет вот на основе вот этих штрафов? К сожалению, Дорожный фонд оттуда ничего не получает. Мы, наоборот, только тратимся на то, чтобы это привести в соответствие с существующими стандартами, а деньги поступают, я не знаю, наверное, в республиканский бюджет, а может быть и тех, поскольку сами видеокамеры мы не приобретали, это не за счет Дорожного фонда, мы только за установку их монтажа. Просто мы как-то говорили с вами об источниках доходов для Дорожного фонда. Вот я подумала, вдруг какая-то часть тоже вот из этих штрафов, потому что все-таки вы ставили эти камеры, и они на дороге, как бы дороги вы содержите. Может быть, что-то как бы поступает и в Дорожный фонд. Но вот, к сожалению, нет. Что сейчас является основным источником доходов Дорожного фонда? Что-то изменилось в этом плане? Я должен отметить, что, к сожалению, источники доходов Дорожного фонда остались такими, как были. Налог с транспортного средства и налог на продажу, реализацию ГСМ. Очень много разговоров было, им очень много было собрано документов и передано и туда, и туда. К сожалению, ни один из них не был введен, так сказать, в эксплуатацию. Я бы хотел отметить несправедливость этого. Несправедливость, потому что, вот, к примеру, в законе о Дорожном фонде есть транзитный налог. Ну, транзита у нас нет. Но машины со стороны России заезжают ежедневно, ежесуточно, особенно в курортный сезон, я не знаю, там до 7 до 10 тысяч единиц. Они эксплуатируют наши дороги, но они не платят, не знаю, это уже не назовешь транзитным налогом, но не знаю, дорожным сбором или налог с эксплуатацией дорог. Ну да, кстати, у вас было же предложение. Ничего не платят, кроме страховки. А с этой страховки Дорожный фонд не поступает ни одного процента. Да. Ну да, я помню предложение ввести сборы с грузового и экскурсионного транспорта, по-моему, да, дорожный сбор так называемый. Скажите, да, вы больше к этой теме не возвращались, не инициировали повторно, допустим, этот вопрос? К сожалению, нет. Документы все сделаны, переданы, но они так и не поступили до парламента. Они в кабинете министров вроде их все утвердили, переслали дальше в администрацию, не знаю. Но окончательного результата нет. Хотя Дорожный фонд очень остро чувствует нехватку средств, потому что масштабов тех, которыми мы сегодня пользуемся, недостаточно. И инфраструктура дорожает, стоимость асфальтобетона дорожает, все остальное дорожает, а наши поступления остаются на уровне 3-5-летней давности. Это, конечно, неправильно.
Ну, наверное, стоило бы обновить свой запрос. Хотела уточнить по поводу тоннелей, оползней. Вот работа сегодня актуальна по ним? Ведется ли какое-то там, не знаю, наблюдение, может быть, какой-то ремонт? И, конечно же, наверняка эти работы очень затратные. Касательно тоннелей мы проводим, финансируем обслуживание этих тоннелей. Но это незначительные суммы, там 300-350 тысяч в месяц. Это работа по освещению, по вентиляции. Но в тоннелях у нас сложные проблемы, которые уже из года в год повторяем, конечно. И освещенность не та, и внутреннее обустройство тоннелей. Прежде всего надо течь, которые существуют, там удалить. Это все значительные средства, они стоят на повестке дня у кабинета министров. Возможно, что-нибудь предвидится в будущем. Наверное, потому что там надо уже исправлять ситуацию. Да, предвидится. Из проблематичных участков республиканской дороги, вот помимо тоннеля, еще вот у нас автодорога Очимчира-Ткварчал, которая нуждается в капитальном ремонте. Мы выделяли в позапрошлом году незначительные средства на ямочный ремонт, но там, я думаю, что сейчас правительство обратит внимание на эту дорогу, потому что она изнашивается. С 2007 года там практически капитальных работ не было. Ну, возможно, вот в рамках инвестпрограммы, это будет сейчас за дороги очень плотно обещали заняться вот этой темой. Вот. Ну, что... Да. Мы очень надеемся, что что-то там будет, потому что, поскольку мы ведем речь о текущем году, вот, все равно на местные дороги, вот у нас и местные дороги мы финансировать должны. Мы финансируем в пределах тех возможностей, которые есть. Вот я бы хотел отметить, что, более-менее там по одной, может быть, по две дороги в текущем году мы профинансировали по каждому району. Например, в Гальском районе очень важная, стратегически важная дорога Шашипара-Баргяб, Верхний, Нижний. Там 16 километров дороги мы сумели отремонтировать. В грунтовом исполнении, конечно, 4 миллиона 61 тысячу потратили. В Ткварчальском районе сделали по просьбе администрации автодорогу, бетонную дорогу к водозаборным сооружениям в городе. Там тоже была проблематичная дорога. В Гулерыбском районе профинансировали 2,639. В Сухрайоне, в Ишерах, улица, я не помню название, 3 миллиона 622 тысячи. В Гудаутах, в селе Хрупста, уложили асфальтобетонное покрытие. В Очимчирском районе потрачено всего 2 миллиона 800 тысяч, но там более 7 сел задействовано. Там грунтовое покрытие, очень полезно использовали эти средства, там по 400, по 300 тысяч. А вы не назвали, сколько стоила Ткварчальская вот эта вот дорога, которую вы к водозаборным, сооружениям проводили? Да, там на Ткварчал мы потратили 3 миллиона 441 тысячу. Достаточно. Это бетонная дорога, там более 320 погонных метров, она сделана. А если вы имели в виду вообще Ткварчальскую дорогу, Очимчира-Ткварчал, там нужны суммы, которые сопоставимы, с двухгодичным бюджетом дорожного фонда, поэтому мы надеемся на какую-то помощь, иначе мы просто не осилим этот ремонт. А что касается дорожных ограждений, вот в каком они состоянии? Вот в текущем году, там было срочно необходимо было силами ДСК города Гудауты, вот на въезде на Псол, где площадка приграничная, там были спаренные барьерные ограждения, которые были смяты, просто буквально смяты. Вот это вот восстановили ДСК. Потом участок в районе Гудаутского вокзала восстановили тоже там немного. В районе железнодорожного переезда поселка Губ
в Ачинфирском районе. Но вот эти вот 3 участка сумели одолеть, но хочу сказать, что их больше. Их и сегодня надо делать. И на тещином языке есть проблематичные участки, поврежденные. Их надо восстанавливать. Все, посмотрим. А как контролируете вот этот момент оползневый, который на трассе нет-нет да встречается, и так машины подпрыгивают, иногда довольно опасно все это выглядит? Нет, таких моментов именно просадки, они устранены буквально по всей трассе. А если вы имеете в виду оползни, которые случаются иногда, мы их просто удаляем с полотна дороги, вывозим все, что нанесло, а делать какие-то укрепительные сооружения в нескольких местах, они необходимы. Это уже, насколько мне известно, будет предусмотрено инвестпрограммой. А ямочный ремонт у вас идет как бы вот постоянно, по мере надобности? Вот в текущем году мы всю трассу, так сказать, промониторили, и ни одной ямы не оставили. Ям на трассе нету. А вы занимаетесь вот такими трассами проходными, которые идут сквозь города, допустим, там, не знаю, у нас в Сухуми есть, по-моему, больше даже не знаю, в Гагре, наверное. Ну да, в Гаграх мы через город, что проходит дорога, она была раньше республиканского значения, но сейчас она в черте города. Мы там сделали разметку, да, как я говорил. В Сухуми то же самое. В Сухуми мы и светофоры обслуживаем, когда они выходят из строя. Но по ним тоже проблема. Там очень долгий срок эксплуатации, уже с 14-го, с 13-го года. Их там, наверное, надо по большому счету менять на новые. Какие работы планирует фонд в будущем? Сейчас, допустим, летом, потом осень, зима и так далее. Вы знаете, у нас набор работ типичен для каждого года. Мы, если допустим, барьерное ограждение спросили. Барьерное ограждение нельзя предусмотреть на следующий год, но мы обязательно включаем в строку и барьерное ограждение, и разметку, и искусственные дорожные неровности, и все это в незначительной степени, насколько позволяет сам бюджет. А потом по мере выполнения мы, может, даже превышаем эту цифру. Нас понимают, потому что это ремонтные работы, это не капитальное строительство, поэтому и стараемся устранять. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что мы говорили с заместителем председателя Дорожного фонда Абхазии Виталием Цвижба, который рассказал, какие работы ведутся сегодня по ремонту и содержанию республиканской трассы, дорожной инфраструктуры, а также как пополняется бюджет фонда.